Активную комсомольскую деятельность Юлия Паба начала еще в школе, а затем продолжила во время учебы в институте. В 1965 году ее избрали первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, а позже секретарем райкома партии. В Абхазии до Юлии Паба ни одна женщина не избиралась на подобную должность. Несмотря на ответственную партийную работу, Юлия Захаровна участвовала в национально-освободительном движении абхазского народа, всегда открыто и смело выражала свое мнение. Мы не такой большой народ, чтобы выделять какие-то редкие периоды из нашей истории. У нас история должна быть такой вот цельной. И в этой цельной истории, на мой взгляд, есть такая важнейшая составляющая, как национально-освободительное движение. Были люди, которые громогласно заявляли о себе и в советский период. Вы лучше меня знаете, ну, может, молодежь не знает эти события, там, 1931 года, потом 57-й, 67-й и так далее, но были люди, которые не видны были, которые были не публичны в силу той должности, которую они занимали, в силу той партийной иерархии, той партийной идеологии, которая доминировала в этой стране, но от этого их вклад не меньше. Особую мудрость и стойкость Юлия Паба проявила во время Отечественной войны народа Абхазии. В 1992 году она возглавила комитет женщин Абхазии в Гудауте, который организовывал доставку продуктов, вещей и медикаментов для бойцов на фронте. Кроме того, Юлия Паба и ее соратницы всегда старались быть рядом с матерями погибших бойцов, оказывали им материальную и психологическую помощь. Я хочу напомнить вот эту историю, как Владислав Григорьевич и Леонид Иванович поручили нам поехать, это уже было в конце войны, поехать на Северный Кавказ и повстречаться с матерями погибших наших этих добровольцев северокавказских. Честно говоря, мы так вот были в таком шоке от этого, потому что мы думали, что они на нас будут так это с осуждением смотреть, что из-за нас погибли их близкие. Как эти женщины нас принимали? Никакого осуждения, абсолютно. Обнимали нас, целовались. Сама Юлия Захаровна говорит, что ей очень повезло. Она всегда была рядом с замечательными людьми и настоящими патриотами. يحيرتونا بنت автоматку шейберту шеймерхогио усхи акзатука чхай حاجكن شا أتخو شعبرة بريك زتوك حزين حاجتها وبريق ربرسقن ويقولك الله حول باش حشاشتها حزومس سكويانا قلت ريوزا واحد سنق بلارو. Сегодня Юлии Захаровне 80, и, как полагается, в такой счастливый и немного грустный день рядом с ней самые близкие и любимые люди. Верные друзья и соратники, и, конечно же, семья. И, наверное, ничего не может быть дороже их объятий. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.